Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, «Эхо Москвы» в Уфе продолжает свои программы. В эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. И вместе со мной в студии наш гость, бывший ректор Академии БАКСУ Сергей Лаврентьев. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Для наших радиослушателей я напомню номер для СМС-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram, куда вы можете присылать вопросы нашему гостю. +7 927 304 1051. При этом не забывайте подписываться, а также вы можете смотреть наш эфир в прямой трансляции в Фейсбуке и на Ютубе. Сегодня с утра довольно неожиданно пришла информация, правда, еще официально не подтвержденная, но все же, что у политика Айрата Дильмухаметова прошли обыски сотрудниками ФСБ, якобы они были осуществлены рано утром, и что около 10 часов утра он якобы был, как минимум, если уж не задержан, то увезен для то ли допроса, то ли для каких-то других следственных действий. По словам его матери, на улицу Крупской, ну то есть в отделение ФСБ, получается. Опять же, официально подтвердить пока не можем, но если предположить, что это правда, на ваш взгляд, что происходит? Ну, что происходит? Здесь, в принципе, у меня тоже вопросы, в основном вопросы, ответов-то у меня никаких нет. Вот, здесь предполагать можно, и даже так немножко теоретически рассуждать, что человек, который называет себя политиком, он должен быть готов ко всему. Вот, с одной стороны. С другой стороны, Айрат Дильмухаметов, он же не первый, он же был уже. Он был дважды осужден. Даже дважды, поэтому для него это, так сказать, достаточно, так сказать, не то что привычно, к этому привыкать достаточно сложно, но, по крайней мере, так сказать, он знает, что это такое, он знает за что, вот, и как, и где, там, и так далее, и так далее. Поэтому он, вот, насколько я его наблюдал, я его уже пару раз видел на каких-то мероприятиях, он очень осторожный человек. Он не говорит о том, что он не интересуется политикой, он интересуется, он имеет свой взгляд, он говорит о своем будущем, и говорил политики, но за это, насколько я знаю, так сказать, обыски не проводят и не задерживают. Вот, поэтому здесь, ну, парень, он, несмотря на свою богатую биографию, все-таки относительно молодой, и он всегда был резким. Вот когда он учился в университете, на историческом факультете... У вас? Даже не у меня, на параллельной группе был. Но я в это время был секретарем партийного комитета, и, естественно, мы смотрели... Хотя время было очень такое уже перестроечное, партия теряла свой авторитет, власть, но, тем не менее, как-то приглядывались к молодым людям, которые так или иначе, ну, проявляли какие-то данные, способности к политике. И вот ему было предложено даже вступить в партию, от преподавателя, который вел у них занятия, которые, так сказать, как раз этими вещами. Потом к мне приходит и говорит, знаете, что он сказал? Вот эта вещь удивительная просто, но для меня это было поразительно. Он сказал, пока в этой партии такие люди, как мой отец, я в эту партию не вступлю. Можете себе представить? Он секретарь Компартии, отец, это студент там какого-то 4 или 5 курса, и может вот такая фронда, это фрондерство чистейшей воды. Вот, сказать, тогда это было. Но все это потом выросло в то, что вот он постоянно в оппозиции. Говорит ли это о том, что все-таки человек приверженец своих убеждений, да, что убеждение превыше всего? Нет, для него это принципиально, это важно. Человек явно на этом рос. Он в этом вырос. На ваш взгляд, справедливо ли, если предположить, что, вот опять же, информация, правда, не подтверждена, что якобы вот этот допрос и обыск связан с видео, опубликованным на его канале в апреле прошлого года. А судя по видео, опубликованным на канале, как раз в апреле у него в прошлом году вышли первые 2 ролика. Вот это вот цикл программ «Взгляд», который он ведет, впервые были тогда опубликованы. В общем, там он рассуждает на тему там, потенциального будущего устройства, говорит о федерализме, да, на мой взгляд, вроде как и каких-то радикальных вещей не озвучивает. Так вот, нормально ли то, что вот в современном обществе за такие вещи вообще какое-то преследование, да, даже вообще расследование ведется, если не говорить о том, что, может быть, дальше ждать какое-то уголовное дело? Нет, это, конечно, ненормально. Могу сразу сказать, ненормально. Но вот в этой связи я как раз сейчас
перечитывают некоторые фрагменты из биографии Екатерины Великой. И вот она, начинав свое правление как такой заигрывающий с либеральной интеллигенцией, ну, говорим современной интеллигенцией на Западе, то есть Дидро, Вольтер, переписка, французская энциклопедия, знания французской энциклопедии, ну, это первое. А потом, когда в России появились Радищев и Новиков, и были страшные политические процессы. Любая мысль, если даже возникла специальная канцелярия, которая следила за свободой мысли, рассуждениями, она увидела, что в этом огромная опасность. А это никуда не делось. И вот, кстати, Акунин, который как раз пишет об этом, он как раз тип государства называется ордынский тип. И вот то, что, мол, Екатерина, при всем том, что рожденная, так сказать, в Германии, приехав в 14-летнем возрасте, в конечном итоге все равно была поглощена ордынским типом российского государства. Вот рудименты его, мне кажется, у нас до сих пор не изжиты, при всем том, что, так сказать, хотя вроде бы такая здесь сравнение, но оно просто не пришло в голову. Только лишь рудименты или в принципе мы живем по этой же системе? Это есть. Прямо скажем, это есть. И везде это есть. Я вот именно восторгаюсь судебной реформой Александра II, когда состязательность в суде. Когда вдруг стрелявшую в Трепова Веру Засулич оправдывают. Когда вдруг еще там что-то. Ну что это? Состязательность. То есть появились какие-то люди, ораторы, стали кумирами, типа Кони, Плевака, выступая в суд. Это что-то было. Но потом большевики все это дело прикрыли, юристы в лице Ленина, юрист Керенский, февральская революция, и так далее, так все. До сих пор у нас вроде бы присяжные появились, а где вот эти ораторы-защитники, где состязательность, где оправдательные переговоры? Получается, у нас люди, такие пассионарии, да, как любит говорить сам Айрат Дильмухаметов, обречены в принципе? Ну, вопрос, что кто является носителями этой культуры. В принципе, народ имеет ту власть, которую он заслуживает. Вот один из принципов, да, который Дильмухаметов весь последний год озвучивал, это его желание баллотироваться на должность, причем не главы республики, а, как он говорит, на должность президента республики. Выборы у нас тем временем намечены на сентябрь, но с кандидатами пока, в общем, не густо, да, то есть, понятно, Ради Хабиров, временно исполняющий обязанности, пойдет от «Единой России». И кое-какие телодвижения пошли вот вокруг КПРФ. Ющенко Александр, депутат от КПРФ в Думе от Башкирии, нам назвал, что в принципе в шорт-листе есть он сам, есть Юнир Кутлугужин, депутат Курултая Ильгам Галин. На ваш взгляд, есть ли в этом списке реальный кандидат, который будет действительно баллотироваться на должность главы региона? Ну и вот Дмитрий Колпаков вопрос присылает, насколько сам Ющенко реальный кандидат и оппонент реальный Хабирову? Ну, в принципе, сам по себе Ющенко он в состоянии, конечно, оппонировать. У него есть для этого соответствующий и опыт, и статус. Вот. Он же с депутатских позиций не уйдет во время избирательной кампании. То есть это как раз выравнивает позиции. Другое дело, что коммунисты, как политическая партия, пускай в нашем регионе, они не имеют той ресурсной электоральной базы, которая позволила бы им, так сказать, получить положительный результат. Вот. Ну, с одной стороны. С другой стороны, как федеральная партия, такие значимые выборы, как в республике Башкортостан, такая партия, как коммунистическая, она не может игнорировать. Она обязана принимать участие. Вот. Хотя заведомо, может быть, не знаю, она обязана принять участие. Я думаю, что они будут. Но ведь не всегда Другое целью дело выигрыш. только кто. Ведь можно же показать себя хорошо Да, на выборах, не обязательно да. победить. Это правильно. И в данном случае такая, так сказать, санитарная функция молодой власти, амбициозной, которая сделала большую амбициозную программу развития, она ведь тоже нуждается в критике. А пока мы только видим критические разносы лидера власти по телевизору.
Ну, то есть из этого списка наиболее реальным вам кажется именно кандидатура Да, она вполне реальна. Значит, а из других партий, вот, например, ЛДПР, да, у нас есть партия, которая в Госдуме заседает, есть «Справедливая Россия». В общем, пока все молчат, вы видите шансы на то, что у этих партий будут реальные кандидаты на наших выборах? Ну, мне представляется, что вот «Справедливая Россия», она как-то... Вот последние выборы показали, что у нее, так сказать, кривая пошла вниз. Вот. И здесь просто они должны задуматься о своем существовании в перспективе. То есть некоторое взбадривание им бы очень серьезным образом не помешало, а выборы региональные – это очень хорошее взбадривание. Вот. Даже не рассчитывающий на победу, но, с другой стороны, это для того, чтобы участвовать, и чтобы о тебе не забыли на будущих федеральных выборах. Угу. Вот. Что касается ЛДПР, здесь все может быть, здесь тоже. Причем все эти партии, что коммунисты, что ЛДПР, что «Справедливая Россия», это партии уходящих лидеров. Они должны показать перспективных лидеров, которые могут стать... это делается на региональных выборах. Угу. Это как раз те выборы, где как раз это надо и делать. И если, допустим, Путин, как президент Российской Федерации, специально ведет такую политику обновления региональных лидеров, и это своеобразные смотрины на 24-й год, да? Вот, это реально. Он же думает. А партийные руководители, они-то тоже ведь должны думать. То есть, поле, кстати, то же самое. Регион. На ваш взгляд, получается реально, что условно КПРФ, я не знаю, может прислать на выборы в Башкирию одного из своих лидеров, человека, который, например, баллотировался на пост президента России, того же Павла Грудинина, как возможного преемника Зюганова? Ну, Павел Грудинин, он же не член КПРФ. Я думаю, что к этому времени он невозможно. Зюганов он не допустит. Он уже, в принципе, другое дело, они уже поняли, что это была ошибка в свое время, когда они сделали ставку. Вот лично я это знаю, что это ошибка. Угу. Вот. А ведь он набрал 12%. Набрал, потому что он, и Зюганов увидел в этом ошибку, проблему. То есть сильного себе соперника вырастил. Соперника, что и партия не нужна. Мне кажется, важно персональные какие-то личные качества, и все. Вот поэтому здесь, я думаю, что там все думают на эту тему. И вопрос только, когда начнется этот сам процесс движения. Потому что у нас в регионе я наблюдаю, что что эта тема тоже активно вбрасывается, но она носит такой искусственный характер. Вдруг появляется тема, что появились какие-то анонимные денежные мешки, которые ждут и видят, кому эти деньги отвалить, чтобы он начал оппозиционную работу в регионе против Хабира. Якобы и политологам приплачивают. Да, якобы. Но у меня такое впечатление, что это какой-то самовод. Это искусственная тема, которая и так далее, она уйдет, потому что это не так. Вот. Мы никогда не увидим этих мешков и не увидим этих людей. Вот. Вторая тема, это когда начинается, недавно в МКС, в Московском комсомольце в местном появилась там статья, даже знаю кто, но он не подписался под своей фамилией. Там идет рассуждение, как идет процесс кристаллизации оппозиции, как из невостребованных людей, из прежней команды, что они обязательно станут оппозицией. Но некое абстрактное рассуждение о том, чего пока нет. То ли соскучились властимущие, то ли уже ждут, когда они появятся, а они не появляются. Вот это самовод 100%. Вот одна из немногих политических сил, которая о себе как-то заявляет, это, по сути, штаб Навального, да, в республике. И вот они заявили стратегию, что готовы поддержать любого сильного оппозиционного кандидата или формально оппозиционного кандидата, любого, кроме Хабирова, для того, чтобы повторить некую стратегию, которая была использована на всей объединенной оппозиции на выборах в Думу в 2011 году. Тогда, я, кстати, напомню, по-моему, «Справедливая Россия» в итоге набрала довольно много голосов благодаря этой стратегии, которую декларировал именно Навальный. Как вам эта стратегия? Правильно это выбор? Ну, здесь трудно сказать. Стратегия всегда, это даже чисто тактика по объединению. Но стратегическая цель, так сказать, это создать сильное формирование. Но в России, при всем том, что вроде демократические процессы уже почти скоро 30 лет будут, да,
Вот, но до сих пор не сформирована сильная оппозиция. Вот действительно оппозиция, которая, допустим, партии, которые по очереди меняют власть. Такого вообще не было. А кто в этом виноват? Оппозиция или власть? Здесь и оппозиция, потому что она слабая, и ресурсы людей, которые занимаются политикой, я имею в виду, в первую очередь, ресурсы какие? Это наличие конструктивной программы, наличие команды профессиональной, которая в состоянии эту конструктивную программу реализовать. Это умение работать с населением и иметь возможность работать с населением. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, вот здесь целое серьезное. Если кто-то вдруг начинает какая-то серьезная заявка, то тут же власть, оно власти понятно. Вот. Она что, должна быть заинтересована, чтобы должна быть какая-то сильная оппозиция? Она не заинтересована. Ну вот, возвращаясь к этому случаю, да, тактически они решили, что в этих нынешних сложных для оппозиции условиях правильным будет консолидироваться вокруг одного, но все-таки такого не Хабирова, да, другого кандидата. Но это вообще к чему-то может привести? Ко второму туру, например? Знаете, что напоминает? Напоминает мне вот разные притчи, анекдоты про Бабу-Ягу, которая всегда против. Угу. В данном случае штаб Навального и Толя Правитель, что они хотят найти такую Бабу-Ягу, которая всегда против, и якобы она всех объединит. Но это в анекдоте, и то не всегда получается. В реальной жизни пока этого не происходит. Но разве это не полезно для политического процесса, чтобы все-таки конкуренция была на выборах? Это полезно, это необходимо. Должна быть здоровая, честная конкуренция. Без этого и выборы-то вроде не выборы. И победа-то вроде не победа. У кого-то победил, если никого не было, никто не сопротивлялся, это так. То есть, по сути, это выгодно получается и временно исполняющим обязанности, хороший, сильный конкурент? Да. Это выгодно. Но вы видите перспективу того, что такое может случиться у нас? Ну, пока, я думаю, что вот судя по тому, что сейчас Фаридович делает, да, в принципе, много, энергично и так далее, но вот даже последние вот моменты мы видим, что ну пришел ты в республику, ты свой, тебя своим признали, ну а где же своя команда-то? Сколько можно, так сказать, бедный Красногорск. Ну, так ведь это люди из Башкирии в основном. Ну, неважно. А где местные? Ну, Тем не менее, что уехали, они же здесь. А где местные-то? И сейчас, может, сколько угодно, сейчас больше чем уверен, что начнется деление на Красногорск, хотя не хотели этого. Но де-факто это происходит. Угу. То есть, на ваш взгляд, есть недовольство среди тех людей, кто хотел бы сейчас активно работать, но их не призывают? Это просто видно. Зачем? Видно. То, что не видно. Ну, ладно, слава богу, вот буквально вчера, позавчера я впервые увидел такую позитивную, значит, информацию о том, что вот у нас есть замечательные мэры, Кумертау, Беляев, который смог интереснейшие найти деньги для инвестиций в экономику города. Безусловно, ну, таких примеров он же не один, их надо искать, показывать, и тогда действительно это будет. Мы продолжим разговор с Сергеем Лаврентьевым после перерыва на новости. Далеко не уходите. В Москве 13 часов 30 минут. На Эхе новости. Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 МАКС 8,9 в воздушном пространстве России до особых указаний. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько. Ранее подобное сделали и другие страны. Это связано с катастрофой самолета данной марки в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек. Между тем, по данным агентства Рейтер, производство таких Боингов продолжается, несмотря на приостановку поставок. Мосгорсуд признал законным продление на 3 месяца срок содержания под стражей Полу Уиллану. Гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии подозревают в шпионаже. Таким образом, суд не нашел сегодня оснований для избрания Уиллану более мягкой меры пресечения залога или домашнего ареста. Мосгорсуд сегодня же подтвердил законность ареста Надежды Куликовой, 6-летний сын которой провел ночь в парке Лосиный остров. Подруга обвиняемой Людмила рассказала Эху, что та не могла умышленно подвергнуть ребенка опасности. Вот представьте себе, как можно с мешком на голове ночью без органов зрения в лесу идти. Далеко человеку идет, а это ребенок.
ту ночь был сильный ветер, у него даже слуховых ориентиров не могло быть. Она очень хорошая мать, очень терпеливая, очень аккуратная. Она заботилась о нем всегда. Не было такого, чтобы она была с ним жестока или пыталась ему навредить. Она всегда думала только о нем. Людмила добавила, что ребенок, скорее всего, просто убежал от мамы и потерялся. Совет по правам человека при президенте предлагает упростить процедуру регистрации граждан по месту жительства, сделав ее уведомительной. Как ожидается, эта инициатива будет обсуждаться сегодня на специальном совете, передает Интерфакс. СПЧ также считает, что нужно максимально расширить основания для регистрационного учета. Евросоюз выделит более миллиарда евро гуманитарной помощи Сирии в ближайшие 2 года. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, эти средства пойдут на удовлетворение потребностей сирийского народа, а также беженцам в соседних странах Ливане и Иордании. Могерини напомнил, что ЕС является самым большим донором Сирии. С 2011 года Брюссель выделил стране более 7 миллиардов евро гуманитарной помощи. Консорциум, занимающийся строительством газопровода «Северный поток-2», может создать отдельную компанию, которая будет владеть и управлять последним участком. Он проходит по внутренним водам Германии. Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, такой шаг позволит вывести из-под юрисдикции ЕС большую часть проекта. В ведении Брюсселя останется только последний участок протяженностью порядка 50 километров. Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 40 копеек, евро 74 рубля 6 копеек. В Москве сейчас около нуля, давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ночью обещают до 3 мороза, завтра днем до 4 тепла, небольшие осадки. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Открой журнал «Дилетант», окунись в глубины мировой истории и в мир увлекательных событий. Журнал «Дилетант» — это твой спутник и помощник в познании истории страны и мира. На страницах журнала ты найдешь ответы на загадки истории, инфографику, красочные иллюстрации, историю оружия и еды. Увидишь исторические события в комиксах, разгадаешь кроссворд, узнаешь о новинках кино и литературы. Куда сходить и во что поиграть? Стань интересным собеседником. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной бывший ректор Академии БАКСУ Сергей Лаврентьев. +7 927 304 10 51, номер для ваших смс-сообщений. Шлите вопросы, не забывайте подписываться. Еще один вопрос от Дмитрия. И вот как раз по поводу Хабирова и нашего штаба Навального. Национально-освободительное движение, его активисты, пикетировали штаб Навального в защиту Хабирова. Они там писали такие лозунги типа «Хабиров, мы с тобой, там, работай, брат», по-моему, так было написано. Как вы считаете, нужна ли Хабирову поддержка вот этого нода? Как раз это будет нод, который выступал против... Это была такая какая-то очень радикальная организация, которая выступала против фильма вот о Кшесинской. Матильда, да, конечно, Матильде. в том числе. Я думаю, что такая организация только вред нанесет авторитету. Тогда пойдем к следующей теме. Вот сегодня буквально у нас Госкомтранс Республики подтвердил, что бизнес-джет, который летал в Сочи, официально был заказан действительно, да, и вот эти вот 4,4 миллиона рублей, в общем, должны оплатить из бюджета.
При этом собеседники про Уфу, например, говорят, что сам Тимур Мухаметьянов на этом самолете отсутствовал. А другие люди, в общем, косвенно или прямо подтверждают, что это действительно самолет, который возил делегацию во главе с Радием Хабировым на бизнес-форум в Сочи. Так вот, как вы считаете, это вообще явление нормального порядка, что руководство республики летит на бизнес-форум на таком дорогом бизнес-джете, пусть и арендованном? Ну, здесь прямо надо сказать, что время, вот это самое знаменитое выражение «время – деньги», оно имеет отношение и к региональной власти. Если добираться рейсовыми, так сказать, транспортом, то ты ни на что не успеешь. Я думаю, что те траты, которые вполне естественно заказаны, оплачены, и пускай даже это 4 миллиона, но они будут компенсированы в десятки раз большими инвестициями в результате вот тех встреч, которые были и договоренности, которые были достигнуты в Сочи. Поэтому здесь более того, что надо просто в регламент работы крупных регионов, которые активно, потому что у них должен быть транспорт. То есть вы считаете, что в принципе надо выделить чуть ли не отдельный самолет в президентском отряде, там, чтобы стоял в регионах и возил глав регионов? Конечно, тем более, что наша страна большая. Сегодня президиум Госсовета, завтра форум в Сочи. Послезавтра инвестфорум в Санкт-Петербурге. Потом, значит, еще что-то. ШОС БРИКС в Челябинске планируется. Это вроде бы недалеко, но все равно время, допустим, затраченное в самолете, это просто... Ты же, во-первых, летишь с командой, ты продолжаешь проводить ту же работу, совещания, договариваешься о каких-то интересных, серьезных вещах. Вот эта экономия, она стоит тех денег, которые... времени, она стоит тех денег, которые потрачены. Поэтому существует же понятие бизнес-авиация, что региональный руководитель более чем 4-миллионным населением, с таким огромным потенциалом промышленным и так далее, что здесь не в состоянии так сказать, решать вопросы и летать на, так сказать, служебном самолете. А любой руководитель любого региона должен иметь такую возможность? А вот я думаю, что здесь надо просчитать критерии. Угу. Смотрите, ну тут еще одна версия есть, что якобы Тимур Мухаметьянов, хоть и сам не летал, якобы должен чуть ли не компенсировать эту сумму, потому что ситуация подверглась огласке, чего не должно было быть, и тем самым он продемонстрирует такую свою суперлояльность действующему руководству. И, в общем, все у него будет хорошо. Нет, я думаю, что это где-то неправильно, потому что если была договоренность, были определенные условия выполнены, оплачены, все, здесь не нужно никаких шараханий по этому поводу. И главное, что такое огласка? Что это? Личная поездка? Ну, просто никто официально изначально не публиковал информацию об этом полете, но другой документ вопрос, оказался. Не надо скрывать, если это сделано. Это все станет ясно. Принято решение лететь на самолете. Принято, все. Пускай люди об этом знают. Между тем, вот еще одно мероприятие, куда наверняка, да не наверняка, а точно летали представители нашего региона. Это Дни Республики Башкортостан в Совете Федерации, которые прошли вот вчера и позавчера. По словам нашего сенатора Ирика Елалова, в этот раз вообще все прошло отлично, и это дает региону много разных возможностей, там проекты, транспортная инфраструктура и так далее. При этом он отметил, что такие дни прошли впервые за всю историю. Вот. Почему? Спрашивается. Ведь Совету Федерации 25 лет, и сенаторы от республики там были всегда, в том числе, скажем, последние десятилетия. Но таких дней не проводилось, хотя другие регионы эти дни проводили. Там, понимаете, все зависит от не то, что не надо думать, что не проводилось ничего, связанное с республикой. Там были выставки. Вот 400 лет добровольного вхождения, там была специальная выставка. Другое дело формат дней, когда несколько дней. 2 дня. Вот, 2 дня. В Совете Федерации. Когда в Совете Федерации выступление руководителя республики на сессии, там такой, они определили формат. Это появилось. Раньше этого не было. Этого такого формата не было. Да. Потом, значит, встреча с руководством, когда сидят сенаторы от республики, руководитель региона, ну и какие-то другие, и достаточно интересный разговор о перспективах взаимодействия, поддержки и развития. И, в принципе, есть люди, которые будут постоянно лоббировать интересы, это наши, так сказать, представители, Елалов и Гумерова. Вот. Поэтому я думаю, что просто тот старый, как может быть где-то эмбриональном виде формат, который и раньше был, как несколько такое протокольное мероприятие, посвященное тем или иным
важным событием историческим. Здесь он приобрел солидный формат дней с серьезным не только концертами, но и так далее, серьезными переговорами и с расчетом на перспективу. То есть это правильное, в принципе, мероприятие должно какое-то... конечно, правильно. Это он проводится во всем мире, и всегда. Это и в других странах проводятся дни регионов, дни городов. Там все связано с конкретной какой-то исторической ситуацией. Получается, что Ирик Килалов, говоря, что такого не было, он как-то, не знаю, желаемое за действительное выдает или просто не знает? В таком формате не было, да. С этим надо согласиться. То есть формально он прав? Формально прав. Но фактически все-таки... Было. Значит, еще у нас одно событие вот этой недели. Тут пишут, что бывший «Справедливо РОС» Константин Шагимуратов станет руководителем контрольно-счетной палаты республики. Как вам такое решение? Решения, насколько я понял, пока нет. Руководитель счетной палаты республики — это структурное подразделение Госсобрания. И утверждается на Госсобрании. Насколько я знаю, что старый руководитель у нас написал заявление, ушел, но пока нет. Но по аналогии, если посудить, допустим, как это было в России, сейчас это Кудрин, да? До этого была Голикова. До этого там еще целый ряд интересных людей. Степашин. Экономистов, юристов, которые, так сказать, своей практической работы предшествующей. То есть они работали в правительстве, в Кабинете министров, это неважно там кто, но они, так сказать, непосредственно формировали финансовые потоки, отвечали за реализацию этих бюджетных статей, да, в бюджетах. Естественно, и контролировали, поэтому знающее дело. Насчет кандидатуру, которую вы назвали, я, по крайней мере, не знаю, какая его предшествующая биография, кроме юридического образования, будет способствовать тому, что он будет эффективно руководить этим органом по контролю именно бюджетных денег, в первую очередь. Помните, в свое время это было был такой первый период хамитовского управления, когда контрольные функции были резко усилены, там даже совет по контролю во главе с Бобылевым были. Бобылев, он был старый, в смысле работник, но он на такой полуобщественных, полугосударственных стал участвовать в контроле. Там действительно, мы же смотрели по телевизору, когда заседала счетная палата, там отчитывались руководители городов, районов, бюджетов, там проводились публично, называли недостатки. Куда это все делось? Последние 5 лет вообще ни слухом, ни духом. Кто там занимается? То, что новый придет, человек, который не имеет никакого опыта, опять же, из Красногорска, председателя избирательной комиссии этого города, я не уверен. Кстати, бытует мнение, что все-таки Шагимуратов человек из команды Хабирова. Получается, что главный критерий при назначении — это принадлежность к команде, а не какие-то профессиональные качества. Такие мысли начинают возникать. Личная лояльность, принадлежность к команде, это начинает где-то так это уже скрябать. По крайней мере, не только у многих это. Это говорит о том, что, значит, негде местных или же забыл, или не знает. Но 4 миллиона населения. А такая конструкция насколько работоспособна и жизнеспособна? Не жизнеспособна. А почему, кстати? Потому что рано или поздно это начнет сказываться. Это рано или поздно начнет сказываться именно недостатком в работе. Казалось бы, человек лично предан, беспрекословно выполняет распоряжения. То есть неожиданностей никаких. Профессионализм, он что, исключается при этом? То есть он, не разбираясь в теме. В первую очередь это профессионализм. И еще один вопрос по нему. Опять Дмитрий спрашивает, Шагимуратов после того, как возглавит контрольно-счетную палату, выйдет из «Справедливой России»? Это прям... Или должен выйти? Это вопрос ведь Шагимуратову. А по идее... Нет, совершенно не обязан это делать. Любой государственный служащий у нас имеет право быть членом партии. Другое дело, что он не может использовать свою должность в интересах партийных. И все.
Так, у нас в эти дни и вообще в этом месяце целый юбилей, 100-летие Республики Башкортостан. В общем, об этом немного говорится, конечно, но создается впечатление, что все-таки там 99% жителей республики даже и не в курсе, что такое событие у нас есть. Потому что, в общем, празднование, оно отсутствует как таковое, да? То есть отмечание на официальном уровне, но празднования как такового нет. Почему, на ваш взгляд, происходит именно так? Я думаю, что празднования будет, потому что такие праздники раньше в Москве провели серьезную заявку, так сказать, рожденные в Башкортостане, концерт с участием солидных людей, дипломатический корпус. Вот, только лишь солидных людей. Вот, но это так нужно, это прием соответствующий. Это одна из частей праздника. Я думаю, что к нам тоже он придет, и здесь тоже будет, потому что времени-то еще много. Но ведь в марте дата. В марте дата, но она же где-то 23-го, 20 и так далее, 20-го, 21-го, 23-го. Просто когда такие большие даты, как-то заранее подготовка ощущается, куча мероприятий. Тут вот... Ну, я знаю, что конференции готовятся. Вот мы у себя в Академии 21 числа будем проводить круглый стол под 100-летие государственности республики, достаточно интересный. Вот, потом конференция будет международная, с приглашением. Интересные люди приедут, кстати, в Уфу. И из Москвы, ну, из Питера, ну, вообще со всей страны. Потому что это событие не рядовое. Вот, это событие, оно не, так сказать, связано вообще с ролью республик в становлении и развитии российского государства. Вот вы-то это понимаете, да, и те люди, которые ходят по этим междусобойчикам, вот этим конференциям, тоже, возможно, это понимают. Но не создается ли впечатление, что государству в целом, я имею в виду Российской Федерации, не очень хочется эту тему муссировать, чтобы не вызывать вот эту дискуссию общественную о федерализме, о роли республик как раз, о праве на самоопределение, о суверенитете, в конце концов? Ну, о чем дело? Может быть, кому-нибудь и не хочется. Вот. И он, может быть, это хотел бы Московскую область распространить на всю страну огромную, но не получится. Реальность такова, что если ты начинаешь забывать исторические реалии, исторические особенности, они тебе напомнят об этом. Причем самым неожиданным образом. Ну как же, получилось же. Где у нас суверенитет? У нас, в общем-то, абсолютно нет, это не получилось. Допустим, если вы посмотрите, взять, допустим, Башкирию, когда она стала частью большого русского государства, так сказать, и выполнялись все договоренности с двух сторон, все хорошо, замечательно и так далее. Башкиры собрали украшения с женских вещей и бросили для того, чтобы участвовать в освобождении Москвы в 1612 году. Хотя прошло там 50 лет. Угу. Но стали нарушать, и при Елизавете Петровне, при, значит, Екатерине было самое крупное восстание, значит, Пугачевское, да, крестьянская война ее даже назвали. Вот, и здесь с участием в том числе и башкир, где обязательно они активно участвовали в этой войне. А до этого еще были восстания башкирских много было. Конечно, 7, насколько я помню. Вот. Да. Они же постоянно напоминали. Может, кому-то хочется. Ну так перестали ведь. Вот со времен Салавата Юлаева-то и перестали напоминать. Ну как нет, напоминали. Если эти столетия, то вот смотрите. Столетие, ведь договор можно вести только с кем, кто представляет какую-то силу. Башкирское движение сформировало свою власть, ШУРО, свои вооруженные силы, и они представляли силу, с которыми надо было разговаривать. И вот эта так называемая протореспублика еще до официального подписания. Ведь официальная советская власть с кем-то должна подписывать. С тем, кто имеет юридические права, кто имеет мандат от кого-то, в данном случае от народа. Это же было сделано. Она реально существовала и до подписания. Это, можно сказать, до протореспублика или что-то такое. Вот это все надо изучать. Это надо изучать. Ну вот, а мы что видим? Человек, который об этом как раз более или менее активно говорит, у нас вот сегодня подвергнулся обыску и, возможно, арестован. Ну, наверное, не только с этим. Поэтому здесь разъяснения соответствующие будут. Поэтому давайте просто подождем этих разъяснений. Вот. Здесь это может быть с этим связано, может связано с целой серией вот сейчас акций, которые проводят правоохранительные органы
вот в Подмосковье, в Самаре, на Северном Кавказе, кто знает. Вы что имеете в виду? Поясните, пожалуйста. Ну, в данном случае это вот людей, которые так или иначе были связаны с террористическими организациями. В какой форме, не знаю. Это же только еще некие задержания, это же не суды. Вот. Поэтому я думаю, что здесь надо просто подождать, и все станет на свои места. Ну, то есть вы допускаете такую мысль, что Айрат Дильмухаметов мог связываться вот с этими действительно... Ну, а почему? Он мог связываться, они могли связываться. Ну, так ведь он человек действительно опытный, как вы в начале программы сказали. Ему зачем это? Он сейчас политическую активную деятельность пытался вести. Ну, вот здесь надо подождать все-таки официальных разъяснений, объяснений. Я думаю, что они будут. То есть, на ваш взгляд, это отношение, точнее, вот эта вся история не имеет отношения к местной истории, скажем, да? Не, она в данном случае будет обязательно иметь местное прочтение политическое. Потому что этот факт, как любая лошадь, она пойдет в любую сторону, что зависит от того, кто сидит, кто погоняет. Здесь этот факт может быть использован для усиления силовиков. ФСБ будет требовать усиления своих... Там у нас новый руководитель, они еще никак себя нигде не проявили. Надо же проявить и доказать. Везде показывают, доказывают, а у нас все тишь да гладь. Вот, может, что-то представилось с этой стороны. С другой стороны, те же самые... Ну, вряд ли они имеют такие возможности. Я имею в виду вот придумщики всяких там оппозиционеров. Я не просто даже исключаю эту возможность. Скорее всего, здесь больше вот первый вариант. А вот эти методики, как это происходит? Опять же, если взять за основу, что это все правда, утром в 6:30, там около 10 человек в квартиру врываются, обыски проводят. Даже если это ничем таким вроде там ареста или тем более срока не закончится, вот эти меры, методика, как действует власть, это правильно в наше время? Может быть, есть смысл человеку, не знаю, повестку прислать, приходите, пообщаемся, у нас вопросы к вам есть. Ну, я здесь согласен, скажу, здесь такие... устрашающим. Кстати, это о чем говорит? О некой превентивной предупредительной акции. Вот когда вот такая шумовая завеса, громкий шум, он же не хранитель оружия, он же не руководитель бандформирования, у него нет там склада боеприпасов, чтобы вот таким образом вести захват, так сказать, и так далее. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, по форме это очень похоже на операцию устрашения. Опять же, вдогонку к одной из тем, которую мы сегодня обсуждали, пишет нам тетя Роза. Под лежачий камень вода не течет, не на курорт ведь едут, это касательно самолета. Цель оправдывает средства, а поездки правительства на самолете, она поясняет. Все правильно. А почему тогда общественность так остро реагирует на эти вещи? Ну, что за общественность? Вот это тоже ведь общественность. Да, это мнение нормально, она радиослушателя. поддерживает, я поддерживаю. Я просто считаю, как можно, так сказать, работать, не имея современных инструментов. Транспорт — это современный инструмент. Понятно. Ну что ж, будем заканчивать нашу программу, и я благодарю нашего гостя, бывшего ректора Академии БАКСУ, политолога Сергея Лаврентьева. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Никакого секрета. Мы